Я являюсь доверенным лицом кандидата в президенты Республики Беларусь Дмитриева Андрея Владимировича. Вот, мне выдано удостоверение от 3 августа Центральным избиркомом. Я получал аккредитацию как наблюдатель на участке для голосования номер 10 железнодорожного района города Гомеля. Вот. После того, как я получил аккредитацию, мне председатель комиссии сказал, что у нас есть уже 3 наблюдателя, покиньте, пожалуйста, помещение, типа ожидайте своей очереди в коридоре или где-нибудь. Вот. Я попытался тихо, мирно, спокойно, без скандалов оспорить данное решение в устной форме, пытался объяснить председателю комиссии, что он этим нарушает статью 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь. Он все эти мои доводы проигнорировал, ну и мне пришлось сразу покинуть помещение. Это было до обеда, то есть 4 числа. Да, 4, по-моему, числа было первый день, да. С 10 до 2 я отстоял в коридоре вместе с независимыми наблюдателями, которые пришли по направлению от организации, от партии. Мы отстояли, мы отчитали явку, все как положено. После этого ушли на обед. После обеда я пришел, опять попытался присутствовать как доверенное лицо, после чего меня на достаточно повышенных тонах избиратели, члены комиссии попросили выйти. Я сказал, что я доверенное лицо, я имею право присутствовать на любом избирательном участке, на любых комиссиях в качестве наблюдателя. То есть, я закон не нарушаю, общественный правопорядок не нарушаю. Я стоял тихонько, наблюдал за избирательным процессом, за ходом выдачи бюллетеней избирателям. После чего, спустя некоторое время, председатель участковой комиссии Ленивко Сергей Георгиевич подозвал меня к себе и сказал, что я предлагаю вам покинуть помещение и ожидать своей очереди. Иначе я буду вынужден созвать комиссию на заседание для лишения вас аккредитации наблюдателя. Вот. Я ему сказал, что на основании избирательного кодекса я буду здесь находиться, я имею на это право, я закон не нарушаю. На что он мне сказал: хорошо, я созываю комиссию. Созвал комиссию, где-то за полчаса до закрытия участка состоялось заседание комиссии, на котором меня единогласным решением лишили аккредитации. Хочу еще сказать, что перед тем, как меня подозвал председатель, он удалился, без ничего, с помещения для голосования. Через некоторое время вернулся с листами, на которых, как я понимаю, были написаны жалобы, якобы от наблюдателей, которые были назначены, посажены и сидели без масок, без перчаток до моего замечания. После чего маски одели, все, сидели, якобы наблюдали. Зачитали мою жалобу на комиссии, зачитали их жалобы. Единогласным решением комиссии меня лишили аккредитации. Что написано, подставы? В том-то и дело, что с решением мне ознакомиться не дали, фотокопию мне изготовить не дали. Хотя, согласно избирательному кодексу, если не ошибаюсь, статьи 13, я вправе своими силами изготовить копию решения. Мне не дали. Сказали, что у нас нет технической возможности, копию мы направим в районную комиссию. Вот. Дальше, на следующий день я ту же самую процедуру аккредитации в 10 утра прошел на участке для голосования номер 9, тоже железнодорожного района. Участок находится на территории школы номер 23. Там после аккредитации мне также сказали: покинь помещение, у нас есть уже 3 наблюдателя, все, вали. Я объяснил председателю комиссии: это незаконно. Меня, естественно, слушать не стали, сказали: выйди вон. Я вышел, подал дежурному милиционеру устное заявление, которое было зарегистрировано в дежурной части о том, что нарушается избирательное законодательство председателем комиссии.
После того, как было зарегистрировано мое заявление устное, я написал жалобу председателю участковой комиссии. Подал эту жалобу и стоял, ждал, пока ее зарегистрируют и сообщат мне регистрационный номер. До того, как она была зарегистрирована, когда ее еще писали, комиссия вместе с наблюдателями, так называемыми, подняли хай, что вы мешаете, что вы здесь стоите. И один из наблюдателей позволил себе встать и пытаться меня вытолкнуть с участка. То есть не прям, что грубую физическую силу применял, нет. А просто взял за плечо одной рукой, второй рукой показывал направление и подпихивал. Подпихивал, давай, давай, выходи, вот с такой фразой. Я дождался все-таки номера, моя жалоба была записана под номером 18. Я вышел после этого с помещения для голосования и подал дежурному милиционеру еще одно устное заявление о том, что этот мужчина, наблюдатель, совершил в отношении меня самоуправство. После этого, к дежурному милиционеру, честно, вопросов нету, претензий к нему нету. Он позвонил своему руководству, так как я понял, потому что он не совсем понимал его порядок действий, что ему делать дальше. Приехал заместитель начальника РОВД, достаточно приветливый, вежливый молодой человек. Мы с ним пообщались, он меня выслушал, причем весь наш с ним диалог был записан на его мобильный телефон, о чем я был предупрежден заранее. И после этого он вызвал наряд милиции для того, чтобы опросить меня. То есть опросить меня по моему заявлению. Приехала милиция, пока ехала милиция, пока меня опрашивали, председатель комиссии собирала заседание, опять же, для лишения меня аккредитации. Члены и председатели участковых избирательных комиссий проинструктированы, как действовать, когда приходит доверенное лицо от альтернативного кандидата и когда приходят независимые наблюдатели. Что нужно сделать все возможное, чтобы их выдворить и лишать аккредитации. То есть для того, чтобы сделать процесс выборов максимально негласным, максимально закрытым для удобства фальсификаций. И в отношении доверенных лиц и независимых наблюдателей сейчас, на данный момент, по моему мнению, ведутся политические репрессии.